Более того, я, когда пришел, посмотрел, АГУ принимал только детей на филфак бесплатно сказали. А все остальные факультеты были платные. Олег Алексеевич великий человек. 2 минуты не дал мне сказать, он сразу все понял. Я, говорит, об этом прошу, говорю, давайте. Мы, говорит, давайте, вы тоже какую-то помощь можете районно организовать? Я говорю, около 400 тысяч в месяц я могу перечислять в университет. Все, кто говорит, в Гальском районе хочет на любой факультет поступать, мы отменим почти по собеседованию. И бесплатно. Ну, я просто готов был перед ним на колени встать. Этот человек, так отреагировал. Все, мы этот вопрос решили. Мы объявили на любые факультеты. К этому времени только около 14 человек поступало в АГУ. За год мы подняли эту цифру до 30. Когда они сказали, мы бесплатно, вы можете поступать и так далее, то людей, которые пошли, поднялось, стало больше. Дальше. Руслан, я хочу, чтобы ты знал. Мы объявили, изыскали средства, что родители, дети без одного родителя и которые без троек закончили школу, хорошие дети, которые поступят в АГУ, я вам буду платить финансовую помощь как стипендию. Таких набралось 7 человек. Одна была каталанка, вообще вундеркинд ребенок, она абхазский знает, я даже следил, она в университете на 4-м курсе уже лучше всех абхазский язык сдала. Каталанцы. Где она сейчас? В университете закончила. Да. И закончила, по-моему. Я ей 7 тысяч платил. Остальным по 5 тысяч ежемесячно. Им надо было ехать, короче, у них была проблема с дорогой. В автобус. Мы приобрели автобус за 1,5 миллиона, хороший автобус, Мерседес. Поставили в пятницу, он их отвозил из Сухума в Гал, а понедельник он их привозил в Гал. Этот билет тогда стоил 250, им это 125 обходилось, в 2 раза дешевле. Дальше, Олег Алексеевич как раз в общежитие запускали, там общежитие недорогое, слушай, 3000 рублей что ли в месяц всего. Я говорю, все места дам, кто хочет оставаться. Конечно, у них там в Грузии родственники живут, у дяди человек может был находиться, когда там учится. Здесь в Сухуми у них родственников нет. Но вот общежитие такое как. И мы вот такие шаги предпринимали. Что сделала Грузия? Реакция Грузии на вот эти наши, на уровне района, такие самые первые шаги. В Грузии было так. Детей с оккупированных территорий, они в свои вузы принимали бесплатно. Когда мы начали во все вузы принимать бесплатно по собеседованию, внесли поправку в закон об образовании, где написали, дети из оккупированных территорий в вузы Грузии будут без экзаменов по собеседованию. Если даже на абхазском говоришь. Да. Потому что как эти государственные языки. Да. Но если даже не говорит и не говорит. То есть они на уровне парламента отреагировали на наши маленькие шаги вот такие. При этом бесплатное общежитие, бесплатное это. Стипендия, бесплатное общежитие. Все, короче, сделали, чтобы الله يريحه الله عز وجل الله روح الله يخلي سعد وزحك اخوه حجم النظر ايه يسمعوا ابريزه سرا سكينتا Константин Эдуардович, а стипендия ради них идет, автобус гик идет, все это тема закрыта. За гик идет, а у гик идет, абсолютно гик идет, закройте. Надо им дать паспорта. Вот это же работа была супер. Я не могу понять. Мы, говорят, это незаконно, ты платил. Если я незаконно платил, мол, нельзя каждый месяц оказывать кино. Я говорю, тогда один раз заплатить, 60 тысяч видели на счет, положил там каждый месяц будет как. Лакова в Москву приезжал, так по истории деньги раздавал студентам. Студентам, вы знаете. Незаконно, но он спасал. Да, конечно. Какой закон? Другие друзья. Клуб, да. Я думаю, законная власть заявление, какое сделать. Именно здесь и нравственность надо их тоже надо учить.
Диского сада. Не, ламет змогу, Дети приходят на митинг 14 августа, 14 декабря, скоро вот сейчас будет трагедия Ладская, страшно. На митинг приходят, дал, что их они держат преступление перед... Вот так плакат держат, чтобы их не видели. Поднимают плакат, датский, да, чтобы их лица никто не снял. Мы, когда увидели эту пропаганду, телевидение датское создали. За что нам Сухум не помог? Мы нашли свои собственные средства, телевидение создали дальше. Беда, 10% только могут, не то, что хотят, не хотят. Сигнал получают только 10%, у кого антенна, это банала, говорили, у всех спутники стоят. И захват целью дал телевидение, же процент надо жить в зубовых. То же самое с абхазским телевидением. Для процента Азум, зато Рустави 2, все каналы были скрыты 24 часа. Окна, двери человек не имеет, на втором этаже у него стоит тарелка, короче, слушает все грузинское телевидение. Полностью в информационно-пропагандистском этом находится. Я сказал, давайте приграничная зона. На расстоянии 12 километров запретим устанавливать. Заблокировать. Эти как бы Заглушить. ретарсаторы. Давайте примем такое решение. Где же самое? На той стороне